Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события вторника. Конвергенция интересов. В этом зале собрались предприниматели, для которых исламские финансы – часть повседневной работы. Как синхронизировать исламскую экономику, шариат и государственное регулирование, расскажем в нашем выпуске. Безопасность превыше всего. Последующим этапом планируется заливка ростерок, подбетонок. В районе имени Владимира Путина продолжается строительство пешеходного моста. Повышение пенсии. Это событие меня очень обрадовало. В январе проиндексировали мою пенсию, и меня это очень поддержало. Первая индексация 2026 года состоялась. Как изменился размер пенсии, узнаем у нашего корреспондента. Подразделения 78-го мотострелкового полка «Севера» Ахмат Министерства обороны России продолжают выполнение боевых задач в зоне СВО на Донецком направлении. В районе населенного пункта Константиновка в ходе плановой разведывательной работы российскими бойцами было зафиксировано передвижение небольшой группы противника. Попытка скрытного маневра была своевременно выявлена. После подтверждения цели по обнаруженной группе оперативно нанесли огневое поражение. В результате противник понес безвозвратные потери. Таким образом, очередная попытка активности со стороны ВСУ на данном участке фронта была пресечена. Российские подразделения продолжают контролировать обстановку и выполнять поставленные задачи. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Исламские финансы – один из самых быстро растущих сегментов мировой экономики, но на рынке они сталкиваются с тремя ключевыми вызовами – религиозные ограничения, требования регулятора и вопросы прибыльности. Можно ли создать финансовую систему, которая будет одновременно прибыльной, дозволенной по религиозным канонам и полностью отвечающей светскому законодательству? Крупный диалог на эту тему провело коммуникационное агентство «ИДА». Слово Лимде Жамалдиновой. Деньги способны приносить прибыль, но одновременно накладывают и ответственность. В современном мире бизнес живет по законам рынка, а верующий предприниматель ориентируется еще и на законы совести. Как совместить экономику, шариат и требования государства в одной финансовой системе? Ответ нашли на деловой встрече те, кто ведет свой бизнес и управляет компаниями. В этом зале собрались предприниматели, для которых исламские финансы – часть повседневной работы. Здесь идет живой диалог, задают вопросы, обсуждают сложные ситуации, ищут решения, которые позволяют бизнесу развиваться без противоречий с законом и нормами шариата. Организатором мероприятия выступило коммуникационное агентство «ИДА» при содействии Центра развития предпринимательства «Единство». Генеральным спонсором встречи стало акционерное общество «Чеченцемент». Финансовые решения должны быть прозрачными, ответственными и соответствовать ценностям ислама, считают они. В нашей религии, в нашей жизни в целом важно не только зарабатывать дозволенным путем, но и распоряжаться своими финансами тоже дозволенным путем. 2026 год объявлен годом развития малого и среднего предпринимательства в нашей республике. Мне кажется, это максимально актуальная тема, и тем более сами предприниматели в этом очень заинтересованы. Эксперты последовательно разобрали ключевые вопросы, которые сегодня волнуют бизнес-сообщество. Отдельным блоком стали требования 115-го федерального закона, бухгалтерская дисциплина, правила эквайринга и кассовая прозрачность. Эти аспекты важны для устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе. Это очень интересный закон, который не дает работать неправильно бизнесу. Они следят за тем, какие операции проводят, все ли у них законно, работают с хорошими контрагентами или не совсем хорошими контрагентами. И вот в своем докладе я рассказывала, что нужно делать, чтобы на это не попасть. В программе прозвучал доклад о развитии партнерского финансирования и банковских продуктах для предпринимателей, в том числе при участии представителей Сбербанка. Для корпоративного блока это исламский расчетный счет, это зарплатные проекты, это лизинг-иджара, финансирование застройщиков и другие. Для мусульманина, для тех, кто хочет, чтобы его финансы
соответствовали принципам шариата, это идеальная возможность. Интерес к исламским финансам в республике растет. Для многих это уже реальный инструмент ведения бизнеса. Именно поэтому формат встречи максимально практичный, понятный и с примерами конкретных рекомендаций. В сфере бизнеса именно эта тема очень всем нужна. Любому человеку, который занимается своим бизнесом, своим делом. Исламское финансирование – это чистота. Товар, который продается в рассрочку, они идут без процентов, без риба. Это самое важное в нашей религии. Цель таких встреч не просто обмен знаниями, а создание постоянного диалога между крупными компаниями и бизнес-сообществом. Для многих участников она стала возможностью получить ответы на сложные вопросы и выстроить финансовую модель, которая будет одновременно законной, устойчивой и этичной. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Вечное ожидание зеленого сигнала скоро может стать историей. В Грозном приступили к возведению принципиально нового для города объекта первой бессветофорной транспортной развязки. Это создаст непрерывный поток движения и сэкономит время тысячам водителей. Репортаж Турпала Тайсумова. Старопромысловское шоссе временно перекрыто на участке улицы Назарбаева до улицы Тасуева. Это связано со стартовым этапом строительства новейшей транспортной развязки. Данная мера необходима для безопасного и оперативного возведения конструкции будущего дорожного участка. Стоит отметить, один из этапов уже сдан в прошлом году, в 2025 году. Сейчас в данный момент работы продолжаются по строительству уже второго этапа транспортной развязки, который послужит увеличению транспортного потока без светофорного регулирования. Столичная мэрия призывает водителей заранее планировать поездки и следовать расставленным дорожным знакам и указателям. Это поможет избегать большого скопления машин. Первая в своем роде бессветофорная развязка поможет разгрузить дорожный трафик как никогда прежде, чтобы каждый водитель смог не просто передвигаться из точки А в точку Б, но и испытывать настоящую экономию времени за рулем. Чтобы не попадать в затяжные пробки, автолюбителям дана рекомендация в качестве объезда выбирать новый проспект Путина, улицы Тасуева, Трошева и Малгобекская. Турпал Тайсумов, Ислам Нацуров и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Пока в одних частях города закладывают фундаменты новых развязок, в других наводят мосты для пешеходов. В районе имени Владимира Путина продолжается строительство надземного перехода. Этот проект – важный элемент большой работы по созданию комфортной городской среды, где у всех участников движения будет свое пространство. Со строительной площадки Медина Мударова. Работы стартовали 12 января. С этого дня здесь шум техники не останавливается ни на минуту. В районе имени Владимира Путина продолжается строительство пешеходного моста протяженностью 230 метров. На участке трудятся погрузчик, экскаватор и 10 единиц грузовой техники. Ширина будущего моста 17 метров. По сути, это полноценная четырехполосная дорога, но предназначенная исключительно для пешеходов. Такой размах выбран не случайно. Мост станет главной архитектурной доминантной и свяжет жилой сектор с мечетью на 5000 прихожан. Проектировщики заранее позаботились о том, чтобы даже во время больших праздников здесь было просторно и комфортно. На данный момент рабочие роют котлован. Самое интересное скрыто глубоко под землей. Чтобы эта конструкция была максимально надежной, строители установят 100 огромных свай диаметром 1200 мм. Если сложить их одну к другой, получится линия длиной более 2,5 километров. Получается, под землю уйдет расстояние в 10 раз больше, чем длина самого моста. Последующим этапом планируется заливка ростверок, подбетонок. Тут вообще планируется сам пешеходный мост, получается, от мечети до будущего бульвара, аналог бульвара Эсенбаева. Одновременно как и пешеходный мост, как и смотровая площадка, то есть вид на дубайские дома будет открываться. Проект моста разработан Институтом пространственного развития мэрии Грозного. Завершение первого этапа подготовки котлована ожидается в конце месяца, и со временем начнут появляться очертания будущего сооружения. Медина Мударова, Алисхан Кацулов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Крупнейший энергетический проект региона выходит на финишную прямую. На Нихолоевской ГЭС состоялось ключевое событие – торжественное открытие тоннеля. Этот стратегический объект – артерия будущей станции, от которой зависит запуск турбин, энергетическая безопасность. Подробности масштабного строительства в сюжете Рабиат Гайтеевой. Произвести сбойку деривационного тоннеля на Нихолоевской ГЭС.
Разрешение получено. Гидроэнергетика республики совершила прорыв в буквальном смысле. На строительстве Нихолоевской ГЭС завершена проходка ключевого подземного сооружения – деривационного тоннеля. Это важнейший этап в создании новой зеленой электростанции. За моей спиной энергетическая артерия будущей станции. Почти 3000 метров бетона и скальной породы. Высота этого подземного коридора с двухэтажный дом. Чтобы проложить его в толще горы, строители шли навстречу друг с другу с разных сторон, используя буровзрывной способ. Этот инженерный подход позволил значительно ускорить работу. Рекордные в стране 14 месяцев. Скоро по этому тоннелю вода с напорной плотины будет устремляться к турбинам, чтобы превратиться в электричество. Мощность аж целых 24 мегаватт. Строительство станции – часть масштабной стратегии Русгидро по развитию энергетики Северного Кавказа. После ввода в эксплуатацию она станет второй ГЭС холдинга в республике и будет вырабатывать более 105 миллионов киловатт в час чистой энергии. Это позволит обеспечить электричеством тысячи домовладений и снизить зависимость региона от тепловой генерации. На объекте сейчас работает около 300 человек. Сроки завершения объектов у нас это 28 год. Все работы выполняются по графикам, замечаний нет. В торжественной церемонии, посвященной этому событию, принял участие министр строительства, ЖКХ, топлива и энергетики республики Муслим Зайпулаев. В первую очередь, конечно, хочу выразить слова благодарности в адрес уважаемого Рамзана Ахматовича. Именно благодаря непосредственно его вниманию, его поддержке сегодня мы наблюдаем то развитие, в частности, в данном случае в отрасли электроэнергетики, которое происходит у нас в республике. Хотим приурочить сегодняшнее событие как первый позитивный и положительный шаг. Это очень значимое событие. Это 3 километра деривационного тоннеля. Практически очень сложная работа, которая проделана специалистами ДАК спецстроя. Это генподрядная организация, которая находится на генподряде ПАО «Русгидро». В возведении этого сложного сооружения участвовали специалисты различных профессий. В рамках церемонии были отмечены особо отличившиеся. Они были удостоены почетных грамот, благодарственных писем Минстроя республики и компании «Русгидро». За вклад в развитие гидроэнергетики Чеченской республики награждается член правления, первый заместитель генерального директора ПАО «Русгидро» Карпухин Николай Игоревич. Для энергосистемы Чеченской республики, где доминирует одна крупная Грозинская ТЭС, развитие гидроэнергетики – вопрос диверсификации и надежности. Всего на Северном Кавказе Русгидро уже эксплуатирует 38 электростанций. Это вторая станция на Чеченской республике. Первая башня 10 мегаватт, здесь Нихолоевская, она в 2 раза мощнее, 24 мегаватт. Здесь будет плотина, высота 54 метра, напирается вода, по деривационному тоннелю подается на выходной портал, и по напорным водоводам подается на здание ГЭС 2 агрегата по 11 мегаватт. Для личной оценки готовности ключевого сооружения в только что пройденный тоннель спустились высокопоставленные гости. Муслим Зайпулаев и Николай Карпухин лично осмотрели качество проходки и бетонирования. Руководители отметили высокие темпы и слаженную работу строителей. Сегодняшнее наше мероприятие напрямую влияет и на развитие горных районов, и на развитие малых и средних предприятий, помимо, соответственно, развития электроэнергетики, на развитие Шатойского муниципального района в целом республики. Так что за этого слова, конечно, отдельные слова благодарности вам, в вашем лице, всей вашей команде, уважаемому Рамзану Ахматовичу, Герою России, Главе Чеченской республики, за то внимание, которое он уделяет всем отраслям развития региона, в частности, развитие электроэнергетики. Поздравляю всех строителей и проходчиков с этим замечательным событием. С этого момента мы фактически прошли один большой путь по достижению цели по строительству данного тоннеля. Параллельно подземным работам идет создание еще одного гиганта – бетонной гравитационной плотины высотой 57 метров. Так, метр за метром в сердце Кавказских гор создается новая энергия. Экологичная, возобновляемая и такая необходимая для развития всего региона. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская республика.
Грозный продолжает расширять границы городского комфорта. Наряду с масштабными инфраструктурными проектами в городе формируется и новый жилой ландшафт. Активно продолжается строительство современных таунхаусов, предлагающих горожанам европейский формат загородной жизни в черте города. О ходе работ в нашем следующем сюжете. Новые таунхаусы – это современные двухэтажные многоквартирные дома. Скоро они станут уютным жильем со всеми условиями. Возведение осуществляется по поручению главы Чеченской Республики. Финансирование обеспечивается благодаря общественному фонду имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. У каждой секции будет собственный вход, прилегающая территория и места для автомобилей. Работы тоже продолжаются активными темпами. В настоящее время там уже идут работы к завершению каркасной работы, укладка кирпича, кровельные работы, и одновременно проводятся работы по строительству инженерных сетей. Это водоснабжение, водоотведение, электрика и газ. Также за счет общественного фонда рядом будут возведены мечеть, медресе и 2 парка. Это будет многофункциональным пространством для отдыха и досуга горожан. С точки зрения пешеходной доступности, то есть вдоль улиц есть пешеходные дорожки вместе с озеленением, освещением, то есть довольно комфортно время пребывания. Сейчас реализуется второй этап этих таунхаусов, и буквально в этом году уже будет реализован. Как поделился с нами Махарбек Хириханов, несмотря на холодный период, все они трудятся с полной самоотдачей, чтобы будущим новоселам было тепло зимой и уютно летом. Всего 200 таунхаусов станут доступны жителям Чеченской Республики. Некоторые из них смогут сменить ветхую квартиру на новую. На данный момент здесь рабочий беспорядок, но после сдачи в эксплуатацию дома будут заселены. Каждая квартира просторна и рассчитана на большую семью. Благодаря региональной власти жилищные условия для людей стали доступны и улучшены как никогда прежде. Турпа Лалита Исумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. С января этого года государство увеличило размер страховых выплат. Индексация проведена в установленном законом порядке. Это всегда долгожданное событие и затронуло как неработающих, так и работающих пенсионеров. О том, как изменились суммы в реальных цифрах, расскажет Лейла Муртазова. Размер пенсии стал больше. С 1 января выплаты жителям Чеченской Республики проиндексированы на 7,6%. Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций, и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров. Прибавку получили все пенсионеры. В среднем пенсия по старости увеличилась почти на 1800 рублей и составила 22 700 рублей. Индексация проходит автоматически, обращаться в ведомство не требуется. Повышение затронуло более 340 тысяч жителей региона, среди которых 275 тысяч неработающих и более 65 работающих пенсионеров. Залина Ларсанова является работающим пенсионером. Женщина отмечает, что небольшая надбавка делает жизнь комфортнее и покрывает растущие расходы на жизнь. Это событие меня очень обрадовало. В январе проиндексировали мою пенсию, и меня это очень поддержало во всех смыслах этого слова. Для меня это большая поддержка. Кроме этого, пенсию увеличили сразу по 2 позициям. Государство подняло обязательную базовую выплату и сделало дороже каждый пенсионный балл. Лейла Муртазова, Ислам Ибрагимов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.